Меня зовут Анна Никитина. Я дизайнер, художник, преподаватель кафедры дизайна Санкт-Петербургского государственного университета. И сегодня наша с вами лекция будет посвящена Василию Кандинскому, русскому художнику, абстракционисту. Сейчас, одну секундочку, я запущу презентацию. Итак, Василий Кандинский «Жизнь как точки и линии на плоскости». А, Целью моей лекции не будет дать точный, полный обзор творчества Василия Кандинского. Это совершенно невозможно, потому что, о Василии Кандинском можно говорить гораздо больше, чем час, о каждом его периоде, о каждой его находке педагогической, творческой, теоретической. Это огромная тема, это пласт, это гигант. Мне хочется лишь обратить ваше внимание, и, безусловно, очень много материала в интернете. Вы наверняка смотрели, слушали, видели, ходили на выставки. Мне хочется обратить лишь ваше внимание на некоторые моменты, точки его жизни, которые со временем складывались в линии и приводили к серьезным изменениям в его восприятии как художника. Мне хочется показать вам, как он стал абстракционистом, как он вообще пришел к этому. Мне хочется показать, как он вообще из юриста вдруг стал художником в 30 лет. И мне хочется показать, как эволюционировали его художественные взгляды, а также вообще, как этот человек смог пройти свой жизненный путь, пройти все сложности, переломные моменты, каким образом, какие качества характера ему в этом помогли, откуда это взялось и как в его творчестве это проявилось. А, Начать мне хотелось бы с такой темы, как семья. Отец Кандинского, вообще семья Кандинского по одной из линий, по линии отца, Кандинские родом из Забайкалья. Точнее говорят, что семья родом из Западной Сибири, но кто-то там в роду у них был какой-то курьезный случай, не уступил своих коней знатному вельможе, и его сослали в ссылку в Забайкалье. По одной из веток, точнее, даже если сказать более конкретно, прабабушка Кандинского была мансийской княжной. Княжной из Кондинского княжества. Кто такие манси? Это один из коренных народов Забайкалья. После походов Ермака, присоединения Сибири к России, они вошли в подчинение российского царя. Буквально вот чуть-чуть покажу, что это такое, кто и какой там климат, потому что, мне кажется, это очень важно понимать для того, чтобы понимать, как формировался характер Василия Кандинского. Вот смотрите, на карте вот Санкт-Петербург, вот Москва, вот это река Конда, вот здесь Тобольск, вот здесь Ханты-Мансийск, и вот здесь вот это вот все такое зелененькое. Зелененькая не потому, что карта мелкая, потому что там ничего нет. Это тайга. И вот в таких условиях, то есть, чтобы вы понимали, да, климат там континентальный. Это значит, что примерно 7 месяцев лежит снежный покров, толщина снежного покрова больше метра может быть. И короткое, но теплое лето, то есть это где-то примерно плюс 16 с заморозками до -2. Как вы понимаете, характер людей, которые жили из поколения в поколение в такой местности, он не мог быть слабым. И если даже читаешь о походах Ермака, там сплошь и рядом рассказы про то, что один казачий отряд не пережил зиму, просто замерз, другой казачий отряд не пережил зиму. И у людей, когда как бы долго род проживает на какой-то территории, определенные качества эволюционно закрепляются, то есть они считаются важными, потому что привели к выживанию. Вот так же, мне кажется, и у Василия Кандинского вот эта сила характера, его назвали некоторые друзья-художники монгольским царевичем. Так вот эта сила характера, она оттуда. Вернусь к другой его ветке. Его мама из балтийских немцев. Она прекрасно, в семье прекрасно говорили по-немецки. Кандинский говорил с детства по-немецки. И
когда ему было 5 лет, а, мама покинула семью, у нее появилась новая семья. Кандинского воспитывала тетя, сестра мамы, и, папа. Отец его был купцом первой гильдии. К тому моменту семья переехала из Москвы в Одессу. А, Отец торговал чаем, и, собственно, в Одессе, Кандинский начинает свое образование. Он учится в гимназии и также берет уроки музыки, берет уроки живописи. Самые первые воспоминания, связанные с цветом, с красками, Василия Кандинского относятся именно к одесскому времени. И первые свои краски подросток купил себе на сэкономленные деньги. Ну и, конечно, тут хочется отметить, что то, что мы будем видеть в дальнейшем, то, что потом будут даже ставить Кандинскому в укор, его предпринимательскую жилку, его умение, смекалка, умение организовать мероприятие, продвинуть это мероприятие, как сейчас говорят. Конечно же, это отчасти и, следствие того, что его папа был купцом, причем купцом первой гильдии. Это очень, высокое, положение, в тогдашней России. То есть, в купеческую гильдию, даже в самую низшую, там, в третью гильдию было вступить далеко не просто. И, конечно же, это повлияло на будущего художника. Следующая точка, о которой мне... еще расскажу, наверное, одну такую историю интересную. Прадед Кандинского был на каторге, попал на каторгу. Это уже другой был прадед. И попал он туда из-за того, что ограбил церковь. Но потом, будучи на каторге, прямо там организовал, как сейчас сказали бы, свой бизнес и вступил в гильдию купцов. Вот таким образом Кандинский. Фамилия, кстати, в XIX веке писалась как Кондинский, но потом написание изменилось на Кандинский, потому что река Конда. Река Конда это Кондинское княжество. Помните, много очень разных споров, откуда этимология этого слова, но говорят, что, скорее всего, это либо один из местных сибирских слово принадлежит одному из Конде, по-моему, местное население Сибири, означает длинный, либо это слово было привнесено русскими поселенцами, потому что у них также было диалектное слово конда, означающее сосна, растущая на сухом месте. Итак, Кандинский, таким образом, прадед Кандинского, первый двоюродный, перебрался в Москву, и род Кандинских, папа Кандинского, дед, они жили уже в Москве. Вторая точка, которую бы мне хотелось показать вам, сегодня будет немножко такая клиповая, отрывистая лекция, но мне очень хочется донести важные вехи его. Это наука. Посмотрите на этого человека. Ну, вот даже на детских фотографиях он в костюмчике, в белой идеальной рубашке. Вот эта фотография времен учебы в школе Антона Ажбе, ну, это просто денди. Кандинский такой всегда, он оставался всю жизнь. Он всю жизнь жил по четкому расписанию, у него всегда был четкий распорядок. Вот эта его немецкая педантичность, она была с ним всегда. Точность, четкость, педантичность. И отчасти это, наверное, подтолкнуло его к тому, чтобы поступить на юридический факультет Московского университета. Есть мнение, что Кандинский поступил туда по настоянию отца, что якобы он не мог противостоять отцу, отец надавил, и Кандинскому пришлось туда поступить. Однако сам Кандинский в своих воспоминаниях это отрицает. Он говорит, что Кандинский старший, его отец всегда с необыкновенным терпением относился к его прихотям, перескакиванием с одного поприща на другой, говорил с ним как старший друг с младшим, и в самых важных обстоятельствах не употреблял ни тени насилия над ним. Но, как бы то ни было, 10 лет жизни Кандинского были отданы МГУ. И, возможно, вот это вот
база, которую дала ему наука, она впоследствии очень сильно повлияет на кандинского художника. Это Одесса. Первым городом детства Кандинского была Одесса. Я немножко перепрыгнула, не сказала об этом. Отец Василия Васильевича торговал чаем в Одессе, был купцом, но изначально семья жила в Москве. И когда пришло время поступать, Василий тоже отправился в Москву, в МГУ. Вот это одно из зданий МГУ. У МГУ в то время было несколько зданий, но, конечно же, не было еще знаменитых этих высоток, которые были построены позже в советское время. Вот это одно из зданий МГУ того времени. Посмотрите на правой картинке. Это мозаика, выполненная по мотивам одной из композиций Василия Кандинского. Она находится сейчас на экономическом, это внутренний дворик экономического факультета МГУ. Дело в том, что курс, на котором учился Кандинский, в то время относился к юридическому курсу. То есть Кандинский получал специальность юриста. Но позже, политическая экономия, но позже этот курс стал основой для экономического факультета. И сейчас кафедра политической экономии и статистики относится к экономическому факультету. Ну и, возможно, вот этот весь базис, то есть период науки, он не прошел для Кандинского даром, потому что это строгость ума, это привычка к очень четким, строгим размышлениям. И позже, на самом деле, у Кандинского 3 книги, но вот эти 2 базовые книги, которые вы видите сейчас перед собой, 2 базовые его работы «Точка и линия на плоскости» и «О духовном искусстве». Это фактически, ну, для любого художника, наверное, для любого искусствоведа, это библия работы с первоэлементами, библия работы с композицией. Они были написаны именно благодаря тому, что у Кандинского была такая очень строгая научная база. Эссе Малевича, Малевич считал, помните, на лекции по Малевичу мы об этом говорили, Малевич считал, что он пишет очень научные статьи, но на самом деле это, конечно, скорее эссе. Они очень интересны, но они не содержат для дизайнера четких практических рекомендаций, осмысления, как работать с формой, как работать с цветом. А у Кандинского же это абсолютно практически строгие очень работы. Ну, насколько строгими могут быть вообще работы. Третья линия. В третьей линии мне хотелось бы показать, как Кандинский пришел, как он стал от юриста художником. Еще, знаете, простите, немножко вернусь назад, вернусь к Московскому университету. Вот очень хотелось обратить внимание, такой интересный момент. Кандинский вспоминал позже свое время учебы в Московском университете и говорил, что он очень тепло вспоминал своих профессоров. Маленькую цитату приведу. «Сердечной признательностью вспоминаю я полную истинной теплоты и горячности помощь профессора Филиппова, от которого я впервые услышал о полном человечности принципе «глядя по человеку», положенному русским народом в основе квалификации преступных деяний и проводившемуся в жизнь волостными судами. Этот принцип кладет в основу приговора не внешнюю наличность действия, а качество внутреннего его источника, души подсудимого. Какая близость к основе искусства. То есть уже будучи юристом, он замечал эти вещи, и у него были внутренние движения к тому, чтобы все-таки повернуться к искусству. Еще интересный момент, что Кандинский пишет в своих воспоминаниях, что все предметы ему давались легко, кроме римского права. И он говорит, что сначала этот предмет его поразил своей строгостью, красотой, четкостью, но потом его русской душе стало в этом просто тесно. И вот именно вот
желание судить по человеку не формально, а по душе, по внутреннему качеству, вот это вот чувственное начало Кандинского, оно, конечно, а, не давало ему покоя, и удивительным образом внутри него не было противоречий. То есть между его любовью к порядку и такой точностью, немецкой педантичностью, четкостью юриста и очень бурной, чувственной, кипучей натурой, вот с этой вот мансийской кровью, очень темпераментной. Это всегда у него шло как будто вместе, как будто бы параллельно. Кандинский, также еще во время учебы случилась одна, также важная точка, сильно повлиявшая на Кандинского. Об этом мы будем говорить чуть позже. Он совершил, научную экспедицию, к Комизырянам. Это север Вологодской области. И вот именно эта экспедиция, просто об этом чуть позже будем говорить подробнее, именно эта экспедиция сильно перевернула его взгляды и была одним из ключевых шагов в формировании его мировоззрения, даже на пути его к абстрактному. Ну а пока Кандинский очень четко, точно, педантично написал великолепную диссертацию и получил место через некоторое время, то есть он остался в Московском университете, и через некоторое время ему предложили место профессора в Юрьеве, это современный Тарту. И что же произошло такого, что Василий Кандинский внезапно повернулся к искусству? Надо сказать, что на этот момент Кандинскому было 30 лет. И он был к этому моменту уже женат, у него была семья, и тем не менее он принимает решение отказаться от профессорского места и отправиться в Мюнхен для того, чтобы учиться в искусству. Анна Чемякина, первая жена его, хотя, наверное, больших восторгов по этому поводу не испытывала, но, тем не менее, не была против. Семья переезжает в Мюнхен, и Кандинский поступает в школу Антона Ашбе. Сейчас вам немножко забегу вперед. Посмотрите на этих молодых людей. Это просто денди такие. Мне кажется, что современные панки или там вот какие сейчас есть молодежные течения, то есть современная богема просто им могла бы позавидовать. Посмотрите, как они одеты. Это ученики школы Антона Ашбе. Василий Кандинский, при том, что он и тут остается по-немецки четким, точным, собранным, никакой растрепанности, выглядит тоже очень щегольски. Так вот, что же повлияло на то, что юрист Василий Кандинский отказывается от престижного места профессора и решает стать художником? Это было 3 ключевых момента. Он сам позже об этом вспоминает. Первое — это он попал на выставку, проходившую тогда в Москве, и увидел картину «Сток сена» Мане, «Сток сена под солнцем». Картина поразила его. Поначалу он разозлился, потому что он не мог понять, что нарисовано. Сейчас, одну секундочку. Ему пришлось даже по каталогу искать название работы. А потом вот это ощущение, игра света и цвета, красота пятна настолько его зачаровали, что а, это было потрясение. И он понял, что художника, его самого, как зрителя в этой работе, занимает гораздо больше размеры, форма пятен, расположение, качество. Нам не важно, что ксена это или что-то другое. Это настолько красиво. И вот для живописи это было ново, но на самом деле подобные вещи были уже известны людям в музыке. Музыка сама по себе абстрактна, не сюжетна. Слушая музыку, мы восхищаемся разницей между звуками, их высотой, их протяженностью. И по сути это тоже композиция. И
вот эта связь, близость восприятия музыки и восприятия живописи у Кандинского будет возникать еще не раз. Вторым впечатлением, которое повлияло на Кандинского и подтолкнуло его к тому, чтобы стать художником, было впечатление, воспоминание его от услышанной оперы Вагнера «Лоэнгрин». Он говорит, что Лоэнгрин стал для него воплощением его сказочной Москвы. Что такое сказочная Москва? Это также вообще Василий Кандинский, очень много в его жизни было сильных зрительных впечатлений, о которых он потом позже рассказывал, которые настолько перевернули его восприятие, его художественный мир, что ну, писать по-другому он уже после этого не мог. Вот послушайте, как он описывает сказочную Москву. Солнце плавит Москву в один кусок, звучащий как труба, сильной рукой потрясает всю душу. Нет, это не красное единство, лучший московский час. Он только последний аккорд симфонии, развивающий в каждом тоне высшую жизнь, заставляющий звучать всю Москву, подобно фортиссимо огромного оркестра. Вот это ощущение, то есть когда он услышал Вагнера, он в этой опере вдруг через звуки прожил то же самое впечатление, которое он увидел глазами, наблюдая последний закатный час в вечерней Москве. И вот эта вот удивительная способность проживать звуки как цвет, она была присуща Кандинскому всю жизнь. И последней точкой, которая тоже на него очень сильно повлияла, было открытие, известие. Кандинский называет это открытие разложения атома. Но речь, вероятно, идет об открытии явления радиоактивности и доказательстве, что атом делим в 1897 году Томпсоном. Кандинский писал, что в этот момент для него все как будто стало шатким и мягким. Самые твердые, важные основания в науке, вся научная картина мира показалась ему на секундочку ложной, и то, что было непоколебимым, оказывается, было неточным. И вот именно в этот момент он, ну, то есть благодаря этому переживанию он принимает решение бросить все и стать художником. Итак, он поступает в школу Антона Ашбе в Мюнхене. Вскоре ему становится там скучно. Это было весьма интересное место. У Антона Ашбе училось огромное количество различных известных впоследствии как яркие мастера художников. В том числе там было очень много русских. Там учился Грабарь, Добужинский, Петров Водкин, Бурлюк. Более того, в России многие художники советовали друг другу специально ехать в Мюнхен на обучение к АШБ. Однако, что разочаровало Кандинского? АШБ был прекраснейшим рисовальщиком, и чрезмерное увлечение рисованием живой натуры, чрезмерное увлечение, зацикленность, что ли, на формах видимой реальности очень сильно Кандинскому быстро наскучило. Он стал ловить себя на том, что он прогуливает занятия, ходит сам на пленэр, и через год, это уже было со второго раза, он поступил в Мюнхенскую академию в класс к Францу Штюку. Франц Штюк был прекрасным рисовальщиком и живописцем, но по природе своей он был склонен к сдержанным, таким очень ограниченной палитре, сдержанным цветам, к символизму. Ну и, естественно, бешеный цветовой темперамент Василия Кандинского его просто возмущал. Он посоветовал Кандинскому рисовать исключительно черной краской по белому. Нельзя сказать, что Кандинский был от этого в восторге, однако совет учителя выполнил, и это было очень важным, потому что именно этот момент сформировал в дальнейшем Кандинского как графика. То есть за это время, что он учился у Штюка, он настолько прочувствовал красоту черного пятна на белом фоне, что в дальнейшем даже его живопись
Вот смотрите, даже его живопись, она всегда была очень графичной. То есть сложно сказать, что это живопись или графика, она одинаково хороша и по цвету, и по форме. Следующая линия, очень важная, это поворот от предметного к абстрактному. Начну сразу с момента, который сильно повлиял на Кандинского. Это та самая экспедиция к комизырянам. Надо сказать, что комизыряне — это народ, относящийся к финно-угорской группе, так же как и манси. Это север Вологодской области, и Кандинского очень поразили орнаменты комизырян. Русский север вообще, перевернул его взгляд на художественное. Он много рисовал, зарисовывал орнаменты. Вот как он это вспоминал. Я часто зарисовывал эти орнаменты, и никогда не расплывавшиеся в мелочах, и писанные с такой силой, что сам предмет в них растворялся. Смотрите, вот что он увидел в этом: предмет растворялся. И дальше он вспоминал, что у него ушло несколько лет на то, чтобы придумать способ, придумать средства, чтобы ввести зрителя в картину так, чтобы он вращался в ней так же самозабвенно, как это происходило в этих орнаментах. А, То есть в этот момент вот то самое проникновение внутрь картины, внутреннее, как он позже скажет, духовное взаимодействие с картиной, оно случилось именно здесь. Ну, Кандинский очень быстро, надо сказать, что превратился из ученика в учителя. В академию он бросил, и с единомышленниками они организовали частную экспериментальную художественную школу «Фаланга». Вот фотография одного из классов этой школы. В «Фаланге» одной из учениц Кандинского была Габриэла Мюнтер, подруга, единомышленник его на долгие 10 лет в дальнейшем. Канинский пользовался, естественно, большим успехом у студенток. Он был невероятно харизматичен, интересен, красив, интеллигентен и умен. Большая часть студенток были девушки. А, Через какое-то время Мюнтер получает наследство и покупает на эти деньги дом в Мурнау. Мурнау — это небольшая деревушка в Баварии. Кандинский и Мюнтер переезжают туда и с большим удовольствием предаются деревенской жизни. То есть они сажают сад, выращивают цветы, очень много пишут на пленэре. И это один из самых продуктивных периодов в творчестве Кандинского. К ним приезжают также друзья из школы АЖБ. Это еще одни интересные русские художники: Марианна Веревкина, Алексей Явленский. И все вчетвером, они много работают. В этот период очень сильное влияние на Кандинского оказывает, сейчас, секундочку, вот посмотрите, пожалуйста, это работа Алексея Явленского. В этот период очень сильное влияние на Кандинского оказывает фавизм. То есть они, и он, и Веревкина, и Мюнтер, и Явленский увлекаются фавистами, обсуждают, рассматривают, пробуют тоже. Это тот момент, когда Кандинский начинает совершенно иначе ощущать живописную плоскость, и где-то внутри уже смутно он понимает, что в картине сюжет совсем не главное. Вскоре, благодаря Марианне Веревкиной — Марианна Веревкина — это отдельная очень яркая фигура, по которой можно не одну лекцию прочитать, очень харизматичная женщина. Она и Явленский были учениками Репина. Через некоторое время она организовывает объединение, которое называется «Новые мюнхенские новые художники Мюнхена», новое объединение художников Мюнхен, и председателем этого объединения становится Кандинский. Туда входит также много разных других европейских художников, и также с ними выставляются Бурлюк, Франц Марк, Пикассо, Ламинг. Хотя они не принадлежат к обществу, но проводят совместные выставки. Вот. Еще раз хочу показать, смотрите, это пейзажи Кандинского того времени.
очень сильно действительно влияние. В чем суть фавизма? В том, что художники наносили краски на холст, не смешивая их на палитре. То есть красный, синий, желтый, они накладывались буквально чистыми, но за счет того, что разные пятна могли рядом лежать, а, маленькие пятна рядом, помните Матисса того же, Сюра, Сюньяка, а, оптическое смешение давало сложность цвета. Еще момент, что фависты могли написать лицо, например, оранжевым, небо каким-нибудь красным. То есть для фавистов не обязательно стало следование цвету буквально. То есть они а, ну, уже больше раскрепостились, и натура для них была лишь поводом. Сравните, это Алексей Явленский. И тут очень интересно наблюдать, как постепенно у Кандинского происходит абстрагирование, как постепенно его работы становятся все более и более абстрактными. Вот смотрите, первая работа «Эскиз шлюза» — это 901 год, это еще время его учебы. Вполне такая, ну, наверное, импрессионистская, но вполне себе такая академическая предметная живопись. Дальше 908-909 — это вот как раз период фавизма. А, Здесь уже очень сочные краски, и такой плоскость становится вибрирующей, дышащей. Такое ощущение, что еще шаг, и она растворится и уступит место просто цветным пятнам. То есть он начинает двигаться к абстракции. И вот это, к сожалению, у меня год слетел, более поздняя работа. Мы видим тут уже, у нее есть название, это сюжет, совершенно четкий сюжет, но фактически она уже просто красива сама по себе. Как же как же случился вот этот переход Кандинского от предметного к абстрактному? В Мурнау, весь период его работы в Мурнау, такое впечатление, как будто предметы постепенно теряли для него свою актуальность. Вот эта работа 910 года, она называется «Корова». И мы видим, что на самом деле корова художника совершенно не интересовала ни как животное, ни как пространство, которое было вокруг него. Его занимает цвет, свет, тональность, ритм, расположение взаимное пятен, баланс, количество пятна, объем цветовой плоскости, и его качество, теплее, холоднее. И, и вот, наконец, происходит момент, когда он окончательно поворачивает к абстрактному. Что этому послужило? Посмотрите, это работа Кандинского, я ее перевернула. Сейчас я проиллюстрирую вам его воспоминанием, как это было. Он вспоминает, говорит: «То было время наступающих сумерек. Я пришел домой еще рассеянный и мысленно погруженный в сделанную работу, как внезапно увидел неописуемо прекрасную картину. Сначала я оторопел, затем быстро подошел к этой загадочной картине, на которой не увидел ничего, кроме форм и красок, и содержания, которое невозможно было понять. Я тотчас нашел ключ к этой загадке. Это была написанная мною картина, которая стояла на боку, прислоненная к стене». Вот я перевернула его работу, вы видите, вообще ничего не изменилось, стало даже интересней. И, наконец, в 1910 году он пишет первую абстрактную акварель. Надо сказать, что за титул отца абстракциониста, абстракционизма в то время боролись многие художники. Это, конечно же, и Кандинский, и Малевич, и Мондриан, и многие другие. Кандинский, как его назвали монгольские друзья, монгольский царевич, в эту борьбу не вступал, считал себя выше этого всего. Но однажды в интервью он сказал, что на самом деле абстрактные работы он пишет с 1911 года. А позже, уже после их эмиграции, доставая из одного из чемоданов свои старые работы, он достает эту акварель, это было по воспоминаниям Нины Кандинской, и говорит, что ну надо же, это же моя первая абстрактная акварель. То есть, вероятно, давая интервью, он просто забыл про существование этой вещи. Вообще надо отметить, что путь Кандинского к абстракционизму никогда не был линейным. Он
для него всегда, фигуративное и абстрактное шли рядом. Он пробовал, отступал назад, снова возвращался к абстрактному. Некоторые его работы, они абстрактны, но при этом очень биоморфны и зооморфны. У него не было такого, как у Малевича, линейного. У Малевича, помните прошлую лекцию? У него случился черный квадрат, и все. Малевич – это человек-манифест. Кандинский же нет. Это ученый, который пробует, сомневается, снова пробует, наблюдает. И он всегда не уходил от этого насовсем. Но что же произошло дальше? Объединение, новое Мюнхенское объединение художников распалось, точнее, Кандинский вышел из него, ну, как он говорит, потому что их взгляды на искусство разошлись, и прихватил с собой Франца Марка. И вот, Франц Марк, это его живопись. И в этом же году друзья организовали новое объединение, назвали его «Синий всадник». Кандинский позже вспоминал, как это случилось. Он говорил, что название «Синий всадник» мы придумали за кофе. Мы оба любили синий, Марк лошадей, а я всадников. И название пришло само собой. Новое художественное объединение, новые цели, новые интересы. В группу входили Марианна Веревкина, Мюнтер и другие близкие друзья, а также танцоры, композиторы и разные деятели искусства. Помимо живописи, «Синий всадник» издавал альманах, и это было очень важно. Кандинский активно занимался просветительской деятельностью. Он говорил, что до этого все книги об искусстве написаны не художниками, и ему очень хотелось восполнить этот пробел. Ему хотелось рассказать об искусстве художникам, с точки зрения художника. И в этом же году произошла первая персональная выставка Кандинского. Ну, естественно, из-за такой активной художественной, просветительской, организаторской деятельности Кандинский был мишенью для немецкой прессы. Причем его критиковали очень оскорбительно и просто грубо. Но он стойко переносил все нападки, не реагировал на них никак. Однако друзья за него часто вступались, и часто вступались известные международные деятели искусства, не только художники, которые имели репутацию, например, Клие, Леже, Делане, Аполлинер. Период «Синего всадника» вообще обожаем европейскими искусствоведами. Он очень много описан, наверное, потому что это момент становления, ну и потому что есть огромная коллекция работ периода «Синего всадника», которая сохранилась благодаря Габриэле Мюнтер. Когда в 1933 году к власти пришли нацисты, она чудом сохранила эту коллекцию в своем доме, как она вспоминает в своей книге, что очень удачно стоял шкаф, который прикрывал дверь в погреб. А в погребе лежали работы Кандинского и многих других участников «Синего всадника», потому что нацисты объявили это искусство дегенеративным. И благодаря этому в Мюнхене в музее Лембахаус, куда она их позже подарила, есть огромная коллекция его произведений, как, впрочем, есть много работ и Франца Марка. Что еще важно сказать, что этот период был еще очень плодотворным. Да, вот это живопись Кандинского этого периода, то есть он периода «Синего всадника». Этот период творчества Кандинского называют абстрактным лиризмом. Посмотрите, насколько мягкие лиричные формы. Посмотрите, насколько они певучие, насколько они живые. Тут нет абсолютно ничего холодного, четкого и продуманного. Такое впечатление, что это, вот оно прям звучит, это из души. И еще один важный момент, что в 1911 году выходит книга Кандинского о духовном в искусстве. И также выходит книга его воспоминаний, которая называется в немецком переводе «Оглядываясь назад». В русском переводе называется «Ступени». Она выйдет в Москве только в 1918 году. И о духовном искусстве Кандинский рассуждает в первой части об основах искусства, он выступает как искусствовед, а во второй же части рассматривает язык форм и красок с позиции этих основ. Немножко поясню, что имел в виду Кандинский под духовным, потому что это слово на первый взгляд пугает и может ассоциироваться с религией.
Он говорил, что мы не можем чувствовать, как древние греки, не жить их внутренней жизнью. Так, например, усилия применить греческие принципы в поэтическом искусстве могут создать лишь формы, сходные с греческими, но произведение останется бездушным на все времена. Еще одна цитата о художниках-примитивистах. Эти чистые художники, так же как и мы, стремились передавать в своих произведениях только внутренне существенное, причем сам собой произошел отказ от внешней случайности. То есть Кандинский в этот период и в этой книге, он пытается понять, что же такое внутренне существенное в искусстве. Когда ты рисуешь абстрактное, он считал, что ты оставляешь внутренне существенное и убираешь все второстепенное. То есть когда он двигался к абстрактному через предметное, а у него этот переход был именно очень мягкий и эволюционный, он как бы постепенно убирал все несущественное и оставлял только существенное в увиденном впечатлении. Вот это и есть для него духовное, существенное, художественное, цветоформы, композиция. Духовное – это вот внутреннее содержание, которое несет произведение, пластические характеристики. Период «Синего всадника» закончился с началом Первой мировой войны. Кандинскому пришлось уехать в Россию, а очень скоро Франц Марк погиб на фронте. Следующая точка – это Москва. Малевич versus Кандинский. Москва встретила Кандинского совсем иначе. Очень много изменений произошло с тех пор, как он был там последний раз, хотя навсегда он из нее никогда не уезжал. Кандинский считал Москву своей матерью. Время очень сложное, незадолго до и сразу после революции. И это позже. До этого была Первая мировая война. Он начинает активно работать, выставляться. Он выставляется вместе с бубновым валетом. Помните, мы говорили об этом на лекции по Малевичу. Занимается административной, организаторской деятельностью, преподает во ФУТ-ИМАСе, становится почетным профессором Московского университета. В художественной среде Москвы была масса звезд, и все они считали Кандинского немцем, хотя в Германии его считали русским. Естественно, было очень много противоречий. Так, например, надо сказать, что Малевич и Кандинский были знакомы. Более того, у Кандинского ему принадлежала работа Малевича, она была в его коллекции. Малевич приезжал в Баухаус, когда Кандинский там работал, и, скорее всего, у них были нормальные отношения. Однако ученики Малевича активно вели полемику с Кандинским. На этой фотографии вы видите его ближайших учеников Суетина и Чашника. Так Суетин активно критиковал его за мистицизм. Чашник участвовал в различных дискуссиях по поводу так называемого духовного. Лазарь Хидекель отстаивал также супрематистский подход и критиковал Кандинского за символизм и музыкальность. Эль Лисицкий говорил, что у него слишком живописный абстракционизм. Основные претензии были в том, что Кандинский слишком психологичен и символичен. Давайте сравним. Это работа Казимира Малевича 15 года и Кандинского 14 года. Очевидно, что Малевич и Кандинский разные. Малевич очень строг, геометричен, он выхолощен. Для Малевича абстракционизм это было окно в новый мир, и дверь в старый мир навсегда закрылась. Для Кандинского это было не так. Малевич – это человек-манифест. Кандинский – это человек сложный, сомневающийся, очень тонко переживающий действительность. Посмотрите, как два художника работают с предметностью. Это тоже совершенно по-разному. И хочется вспомнить, конечно, цитаты. Малевич говорил в своем переходе к абстрактному: «Я преобразился в нуле форм и выловил себя из омута дряни академического искусства. Преобразился в нуле форм, вышел в ноль». А Кандинский говорил, что беспредметная живопись – это не вычеркивание всего прежнего искусства, но лишь необычайное первостепенно важное разделение старого ствола на две главные ветви, без которых образование кроны зеленого дерева было бы немыслимым. Что еще самое интересное, их полемика продолжилась через некоторое время, и она была уже выражена в работах.
помните, да, работа Малевича "Черный квадрат" 915 года. И в 23 году Кандинский напишет работу в "Черном квадрате". А, в то время, наверное, им казалось, что они оппоненты и как-то противоречат друг другу. Но на самом деле, мне кажется, что, в этом нет, противоположности позиций. Малевич манифестировал наступление новой эры. Он показывает: смотрите, все здесь плоско, плоскость. А Кандинский прорывает эту плоскость. Это как, знаете, а, когда вы в театре, перед вами сцена и гаснет свет, все черное. Вот этот момент — это черный квадрат, а потом загорается свет, и на сцене появляется новый мир, какой-то совершенно другой. И это мир, созданный Кандинским. Посмотрите, вот он здесь. Вообще Кандинский не любил слово абстракционизм. Он говорил, что он занимается конкретным искусством, потому что, он говорил, что искусство — это конструирование нового мира. Это не копирование мира природы и перенос его на холст, а конструирование абсолютно нового, но при этом конкретного мира. Поэтому он называл свое искусство конкретным. Ну, в Москве также произошла еще одна очень важная, точка в жизни Кандинского. Это встреча с Ниной Кандинской, его второй женой. А, Совершенно случайное событие. Нина позвонила ему, чтобы помочь, какому-то знакомому организовать встречу с Кандинским. Нина была знакома с его племянником, и, Кандинский сам, Василий Васильевич сам взял трубку. Сначала он был удивлен, но потом, узнав, что племянник дал ему контакты, он сразу смягчился и разговаривал очень любезно. В конце Нина, по ее воспоминаниям, хотела уже формально, вежливо распрощаться, но неожиданно Кандинский сказал, что хочет познакомиться с ней лично. Встреча, правда, ему пришлось ждать довольно долго. Нина уехала, отдыхать, и встретились они лишь осенью 916 года. А до этого времени Кандинский написал акварель, посвященную Нине, называется "Незнакомому голосу". Его очаровал, заинтриговал ее голос. Интересно, что Нина вспоминает, что в этот год они с подругами, разница в возрасте у них была почти 30 лет. Точно мы не можем сказать, потому что Нина Кандинская до конца жизни скрывала свой возраст. И она вспоминает, что они в тот год с подругами гадали. Есть такая русская традиция гадать на суженого. Девушки выходят на улицу и, спрашивают у первого встречного имя. Она говорит, что мне достался Василий, и вечер был испорчен, потому что самым модным именем в Москве этого времени было Георгий. Что же происходит с Да, надо сказать, что противоречия с художниками-единомышленниками у Кандинского продолжают нарастать. И, трения становится все больше и больше. Он ведет себя независимо, он много занимается организационной работой, он также на государственной службе. Но тем не менее, с одной стороны, меняется государственная политика, и все больше и больше гонений на художников-абстракционистов. С другой стороны, ну, по сути, он всегда был одиночкой. У него никогда не было такой армии фанатичных учеников, как у Казимира Малевича. Он всегда был сам по себе, и он был немножко свой среди чужих, чужой среди своих. Он был в России всегда немцем, в Германии он был русским, и все это плюс, еще там определенные финансовые моменты приводит к тому, что, к концу 20-х годов в нем постепенно зреет, решение покинуть Россию. Что же касается его работ, то, вероятно, я думаю, что отчасти под влиянием, русского авангарда, других художников русского авангарда, с которыми он, безусловно, общался, взаимодействовал, вместе выставлялся, они становятся более геометричными. Посмотрите на этот слайд. То есть это уже не лирический абстракционизм, это уже гораздо более четко очерченные плоскости. Это, очень, контрастные градиенты. Помните Малевича? Свечение цвета, градиенты Малевича. Вот мне кажется, что
влияние здесь довольно сильное есть. Вот еще одну работу покажу. Смотрите, гораздо геометричнее, гораздо меньше четких, неясных, мягко переходящих одну в другую форму. И таким образом, в 21 году Кандинский вместе с женой, он получает разрешение на выезд и уезжает в Берлин. Поздний период, это последняя часть нашей лекции, поздний период от абстрактного к конкретному. Ну, честно говоря, это огромный период, их даже два: период Баухауза и парижский период. Я отмечу просто для вас самые важные, на мой взгляд, точки. Кандинский уезжает в Берлин, и буквально, ну, там у него случился небольшой конфуз. Он отдал галерее больше 150 своих работ в надежде, что они их, немецкой галереи, берлинской, продадут, и у него будут средства к существованию. Но за это время из-за инфляции все деньги, которые выручила галерея за его работы, ну, они превратились в ничто. И Кандинский, перед Кандинским встает факт того, что ему нужно как-то активно зарабатывать. И тут его знакомые по академии, прежние знакомые, приглашают его в Баухаус. Была, конечно же, сейчас, одну секунду. Было, конечно же, приглашение от Гропиуса, и также там работал его друг, старинный друг Пауль Клие, его близкий старинный друг. Вот посмотрите, слева это удостоверение Кандинского в Баухаусе. Баухаус сначала находился в Десау, это маленький городок-деревенька в Германии, но через некоторое время переехал. Сначала находился в Веймаре, а потом через некоторое время переехал в Десау. В Десау Гропиус выбил разрешение на строительство собственного здания. До сих пор там сейчас находится музей Баухауса, очень красивое здание. По возможности посмотрите, там потрясающий музей. Надо сказать, что Баухаус сразу, еще в Веймаре, он начал приобретать себе репутацию места достаточно скандального. Его ученики, студенты, манифестировали всяческими способами, что они художники, ну, вели себя абсолютно как современная богема. Они носили длинные волосы, старую военную форму, которую раскрашивали поверх красками в знак того, что они пацифисты. И был даже случай, что несколько учеников выбрили голову друг другу и нарисовали на затылках черный квадрат в знак единения с Малевичем. И в таком виде пошли гулять по Веймару. Ну, естественно, жители Веймара пугали Баухаусом своих детей и говорили, что будешь плохо себя вести, сдам тебя в Баухаус. В Десау ситуация, в общем, продолжилась. Ну, это совершенно нормально, что новые течения в искусстве не принимаются сразу всеми людьми. Это новое, это непривычно, это странно. И совершенно нормальная история, что такие вещи вызывают удивление. Что важно еще отметить, в Десау выходит книга Кандинского, вторая очень важная его работа «Точка и линия на плоскости». Это происходит в 1926 году. И это ключевая книга по теории композиции. Это масштабное исследование по психологии восприятия цвета и формы. В общем, ну, на мой взгляд, каждому дизайнеру стоит прочитать. И в основу этой книги легли эксперименты, которые проводил Кандинский в Баухаусе со студентами. Он читал там как теоретические, так и практические дисциплины. Вообще в Баухаусе сама система, я буквально 2 слова об этом скажу, об этом тоже можно отдельную лекцию рассказывать. Сама система была построена так, что происходил постоянный диалог. Все преподаватели обменивались между собой своими точками зрения, все студенты обменивались между собой и вместе с преподавателями. Это был действительно дом строительства, это было совместное творчество, невероятно продуктивный для Кандинского период. И когда вот сейчас, ну, в России, по крайней мере, очень известна книга Итона «Искусство цвета», даже две: «Искусство цвета» и «Искусство формы». Когда читаешь теоретические работы Кандинского, ну вот у меня, особенно «Точка и линия на плоскости»,
У меня есть четкое такое вот ощущение, что, сильно взаимное влияние. Итан, который вел форкурс, естественно, был знаком с Кандинским, и наверняка какие-то мысли они перенимали друг у друга. И также Кандинский внес в Баухаус некоторые наработки наших супрематистов, русских супрематистов. Ну и к тому же Малевич приезжал в Баухаус, тоже читал там несколько лекций. А как выглядит работа Кандинского этого периода? Они становятся очень геометричны и даже архитектоничны. То есть все-таки вот эта связь с архитектурой, с пространством, синтез искусств, который пропагандировал Баухаус, они дают о себе знать. Вот посмотрите еще работы. Вот «Синий круг», абсолютно такая геометрическая, очень несвойственная раннему Кандинскому работа. Что же происходит дальше? К власти приходят нацисты в 1933 году, закрывают Баухаус, он и до этого имел скандальную репутацию, устраивают выставку дегенеративного искусства. Вот фотография с этой выставки. Причем, смотрите, написано «Выставка дегенеративного искусства. Вход свободный». И толпа такая на входе. В общем, времена наступают тяжелые. Кандинский понимает, что надо эмигрировать. Ему удается сделать, по-моему, швейцарскую визу себе, жене. Потом он помогает также с эмиграцией своим товарищам по Баухаусу. Но в конечном счете он оказывается в Париже. А, Парижский период, особенно начало его, очень непростой для Кандинского, потому что он остается без друзей, без связи, без контактов. Вся его большая часть творческой жизни связана с Россией, с Германией. И одна из работ, вот эта работа «Круглая поэзия», к сожалению, работу, про которую хочу рассказать, я не нашла фотографии. Одна из работ, одна из акварелей, которую он пишет, называется «Каждый за себя». И мне кажется, это очень хорошо характеризует те чувства, которые он испытывал. Очень много художников, много людей, но близких отношений у него ни с кем не складывается. Вообще весь парижский период Кандинского – это жизнь затворника. Он путешествует, она очень много выставок проводит, у него жизнь очень активная. Он пытается привлекать на эти выставки русских иммигрантов, но как правило, у него не складывается такой теплых, плодотворных, близких творческих отношений, которые были до этого у него в Германии. Более того, очень интересный есть момент. Он вспоминает, что на одну из выставок среди других русских иммигрантов он приглашал Александра Бенуа. Помните полемику Бенуа с Малевичем? Бенуа, видимо, тяжело ему давалось восприятие новых течений в искусстве. И Бенуа абсолютно искренне написал ему потом, что, я процитирую: «Я допускаю, что, в принципе, в теории такое искусство может существовать, как правдивое искусство, как то, когда мы говорим о некоторых типах музыки, называя их чистой музыкой. Но это не согласуется с моим пониманием и наслаждением от такого искусства. А если искусство не достает удовольствия, я просто не понимаю, не принимаю его. Я неисправимый ценитель вещей. Я должен почувствовать от них особый трепет. Мне нужны представления, которые постижимы моим разумом, или по меньшей мере моим сознанием или подсознанием. Именно этого я и не нашел в ваших работах». А Бенуа, в общем, остался верен себе. Последний период жизни Кандинского – это работы 30-х годов до 1944 года. Обычно этот период искусствоведы не любят и даже немножечко намекают на то, что как-то гениальность Кандинского пошла на нет в этот период. Но я не могу с ними согласиться. Мне кажется, это удивительное время и удивительный мир. И самое интересное в этом периоде то, что вот то, что он постулировал в своей работе, что его абстракционизм – это конкретное искусство, то ярче всего он реализовал как раз в последний парижский период. Он конструировал абсолютно новые миры. Он не шел уже постепенно абстрагируясь от форм реальности.
Он конструировал новые миры, и эти миры были очень барочные. Они стали очень антропоморфные и зооморфные. Он постепенно стал двигаться от, абстрактного снова к конкретному, от абстрактного к абсолютно цельному, очень насыщенному деталями сконструированному миру. Но это был мир искусства. Посмотрите, какие, интересные формы. И у него еще есть описание, к его работам, и они просто завораживают и потрясают. То есть он говорит, что, он описывает абстрактные формы, но так, как будто это живые существа. Василий Кандинский умер в 1944 году, от инсульта. Нина Кандинская, посвятила всю оставшуюся жизнь, продвижению его наследия, систематизировала его работы. Более того, она смогла, ну, получить все эксклюзивные права на публикацию его работ. Она составила, каталог его работ и составила каталог ложных работ Кандинского. Таким образом, в общем, она стала фактически монополистом наследия Василия Кандинского. Трагически погибла в своем поместье в Швейцарии. Она была очень богатой женщиной, так как работы Кандинского после его смерти очень сильно выросли в цене. А, и, от чего она погибла, вся эта история совершенно не раскрыта. Говорят, ну, она покупала бриллианты, любила бриллианты. Говорят, что, возможно, ее убили ради драгоценностей. А, Злоумышленник проник в ее дом, и ни одна из работ не пропала. Некоторые говорят, что пропало что-то из бриллиантов, некоторые искусствоведы говорят, что вроде бы не пропало ничего. И, в общем, тут очень много разных версий, сплетен. Есть версии совершенно фантастические. Кто-то говорит, что недоброжелатели, которым Нина Кандинская не давала, не, призна... не признавала, являясь монополистом, подлинность работ Кандинского, которые были у них в собственности, хотели ее смерти. Ну, в общем, это так и осталось загадкой. А, Хочу закончить такой мыслью, что абстракционизм, он, безусловно, совершенно изменил 20 век. И абстракционизм, он бывает максимально разным, он был очень разным. Я надеюсь, что сегодня мне удалось вам показать, сколько разных языков может быть у абстрактного искусства на примере одного единственного художника Василия Кандинского. И сколько возможностей, сколько пластических, художественных, выразительных возможностей есть у этого направления. Ну и, конечно, вернусь к мысли, мне кажется, что дизайн как вид человеческой деятельности был бы совершенно сегодня невозможен, если бы у нас не было таких художников. Спасибо большое.